Дима, когда твой отец обещал тебе эту квартиру? Много лет назад. С тех пор, как купил, он всегда говорил, что она будет на мою свадьбу. А когда он в последний раз это подтверждал? Диме пришлось задуматься. Не знаю. Давно. Но он всегда говорил об этом как о решенном деле. Полина села на пол пустой гостиной с брошюрой в руках. Выражение ее лица сменилось с замешательства на нечто похожее на панику. «Дима, что случилось? Почему твой отец все продает?» «Я не знаю. Я ничего не понимаю». Дима снова попытался позвонить отцу, но тот по-прежнему не отвечал. Тогда он попробовал позвонить своей матери, Ирине. «Мам, мне нужно срочно с тобой поговорить. Дима, сынок, что случилось?» У тебя встревоженный голос. «Ты знала, что папа продал компанию?» На другом конце провода повисло долгое молчание. «Что?» «Он продал компанию какой-то краснодарской фирме и еще продает квартиру, которую обещал мне. Дима, это невозможно. Твой отец всю жизнь говорил, что компания будет твоей. Ну, уже нет. Я был в офисе. Там новые люди все измеряют. А квартира вся в объявлениях о продаже». Ирина молчала несколько секунд. Когда она снова заговорила, ее голос звучал обеспокоенно. «Ты с ним говорил?» Он не отвечает на телефон. «Дима, должно быть какое-то объяснение. Твой отец не сделал бы этого без очень веской причины. Какая может быть причина?» Ирина глубоко вздохнула. «Сынок, на свадьбе что-то случилось? Какое-то недоразумение?» Дима смутно припомнил свою благодарственную речь, но не видел в ней ничего предосудительного. Он поблагодарил Виктора Павловича за организацию праздника, упомянул, что его отец не вложился финансово. «Все правда? Все нормально?» «Нет, мам, все было идеально». «Тогда должно быть другое объяснение. Дай мне немного времени, я попытаюсь его найти». Дима повесил трубку и сел рядом с Полиной на пол пустой квартиры. За окнами простиралась Москва, как обещание, которое только что превратилось в мираж. «Полина, если отец все продал, у нас ничего нет. Моя работа была в семейной компании. Эта квартира была нашим свадебным подарком. Все мое будущее строилось на этом». Полина обняла его, но Дима чувствовал ее напряжение. Она тоже строила свои ожидания на финансовой стабильности, которую сулило замужество с наследником процветающей компании. «Должно быть объяснение», — прошептала Полина, хотя в ее голосе не было большой уверенности. Дима посмотрел на свой телефон. 27 пропущенных вызовов отцу за последние 2 часа. И ни одного ответа. Когда в тот вторник утром мой телефон начал настойчиво звонить, я сидел на террасе кафе «Пушкина», наслаждаясь кофе и читая «Ведомости». Накануне вечером я отключил уведомления. Мне нужен был ментальный отдых после 2 напряженных дней, посвященных демонтажу моей деловой жизни. Видеть имя Дима, снова и снова появляющееся на экране, доставляло мне странное, почти извращенное удовольствие. Я ждал этого момента с тех пор, как подписал документы с Федором Лопатиным. Я знал, что рано или поздно мой сын обнаружит, что его золотое будущее испарилось. Чего я не рассчитал, так это интенсивности его отчаяния. За 2 часа он пытался связаться со мной 27 раз. Первые 15 звонков я просто наблюдал, как экран загорается и гаснет. Это было гипнотически, почти терапевтически. Каждый отклоненный вызов был маленьким актом справедливости, отложенным ответом на годы пренебрежения и унижений. «Я занят», — говорил я ему теперь, не произнося ни слова.
Около полудня я решил, что момент настал. Дима должен был усвоить урок полностью, а для этого ему нужно было услышать мой голос. Я ответил на звонок со спокойствием человека, в руках которого вся власть. «Да». «Папа, наконец-то!» «Я пытался дозвониться тебе все утро». Голос Димы был срывающимся, на грани паники. «Я знаю. Я видел звонки. Почему ты не отвечал?» «Был занят. Что тебе нужно?» На том конце провода повисло растерянное молчание. Дима явно не ожидал такой холодности в моем тоне. «Папа, что происходит?» «Я был в компании. Там какие-то странные люди говорят, что ты ее продал». «Верно? Я ее продал». «Продал? Почему ты мне не сказал?» «Зачем? Ты же сам в субботу сказал, что я ничего не даю. Зачем мне было советоваться с тобой о том, что, по твоим же словам, тебя не касается?» «Папа, я не хотел сказать...» «Ты сказал именно то, что хотел сказать, Дима, перед 200 людьми. Мой отец не подарил даже цветка, помнишь?» Последовавшее молчание было долгим и тяжелым. Я слышал его прерывистое дыхание, фоновый шум, который указывал на то, что он не один. «Папа, я нервничал. Это была моя свадьба, и это была ночь, когда ты решил публично меня унизить. Последствия наших поступков, сынок. То, чему тебе следовало научиться много лет назад». «Но компания была моей. Ты всегда говорил, что она будет моей». «Она была твоей, пока я считал, что ты заслуживаешь ее унаследовать. Твои слова в субботу показали мне, как я ошибался». Я услышал всхлипы на заднем плане. Вероятно, Полина плакала, осознавая масштабы того, что они потеряли. «Папа, пожалуйста, должно же быть какое-то решение. Мы можем отменить продажу». «Нет, Дима, да, не можем. Договоры подписаны. Деньги переведены. Это необратимо, как и слова, которые ты произнес в микрофон. Это была всего лишь фраза. Не может быть, чтобы из-за одной фразы ты все разрушил». «Одна фраза, Дима?» Эта фраза стала идеальным итогом того, как ты относился ко мне годами. Когда у меня была пневмония и мне нужна была компания, ты был занят. Когда мне понадобилась помощь с банком, ты был занят. Когда я хотел пообедать с тобой по воскресеньям, у тебя были планы с семьей Полины. Но когда звонил Виктор Павлович, ты бежал. Когда ему что-то было нужно, ты был тут как тут. Он за 6 месяцев заслужил твое уважение и благодарность. Я не смог этого добиться за 32 года. Это неправда». «Неправда? Тогда объясни мне, почему в своей свадебной речи ты 5 минут расхваливал Виктора Павловича, а меня упомянул лишь для того, чтобы сказать, что я ничем не помог?» Дима открыто зарыдал. Это были рыдания взрослого мужчины, который только что понял, что потерял свое будущее из-за собственной глупости. «Папа, прости меня. Я не знал, что говорю. Я был взволнован. Я хотел поблагодарить Виктора Павловича». «И ты в своем праве. Виктор Павлович заслуживает твоей благодарности. Он оплатил твою свадьбу. Он относится к тебе как к сыну, которого у него никогда не было. Я просто принял ту роль, которую ты мне отвел. Роль отца, который ничего не дает. Но я люблю тебя. Ты мой отец. Ты правда меня любишь, Дима?» «Конечно, да». «Тогда скажи мне, когда ты в последний раз навещал меня, не нуждаясь в чем-то? Когда ты в последний раз спрашивал, как мое здоровье? Когда ты в последний раз приглашал меня пообедать, просто потому что хотел провести со мной время?» Дима молчал. Мы оба знали, что он не сможет ответить на эти вопросы. «А квартира на Остоженке?» — спросил он срывающимся голосом. «Тоже продается?»
Кстати, сегодня вечером ее придет смотреть заинтересованный покупатель. Эта квартира была моим свадебным подарком. Она была твоим свадебным подарком, когда я считал, что ты заслуживаешь его получить. Твое поведение в субботу показало мне, что я ошибался. Папа, пожалуйста, Полина здесь со мной, она плачет. Ваши планы... Ваши планы были основаны на моей щедрости, Дима. А ты сам сказал, что я не щедрый, что я даже цветка не дарю. Сейчас я просто последователен в твоей же оценке. Ты не можешь быть таким жестоким. Жестоким? Тебе кажется жестоким, что отец дает именно то, что, по словам его сына, он дает? Ты сказал правду. Я ничего не дал на твою свадьбу. Теперь я ничего не дам для твоего будущего. Это простая последовательность. Папа, я умоляю тебя. Дима, годами я умолял тебя. Умолял о времени, внимании, минимальном уважении. А ты всегда был занят. Теперь занят я. Занят чем? Тем, что живу своей жизнью. Наслаждаюсь деньгами, которые думал тебе оставить. Планирую путешествия, которые всегда откладывал, работая на твое будущее. Будущее, которое ты сам разрушил своими словами. Мама говорит, что это безумие. Твоей матери не было на той свадьбе. Она не слышала, как ее сын унизил своего отца перед 200 людьми. Ирина может думать что угодно, но решение о моих деньгах принимаю я. Дима теперь рыдал неконтролируемо. «Папа, дай мне один шанс. Мы можем это исправить». «Как?» «Отменить твою речь, стереть годы пренебрежения, убедить 200 гостей, что они не слышали того, что слышали». «Мы можем попытаться». «Нет, Дима, не можем. Некоторые вещи необратимы». «Так что же мне делать?» «Моя работа была в твоей компании. Мое будущее зависело от квартиры. Ты будешь делать то, что делают все. Работать, стараться, строить свой собственный путь. Как я в твоем возрасте. Но у меня нет опыта в бизнесе». «У тебя есть диплом юриста МГУ, тебе 32 года. У тебя есть жена, которая тоже работает. Вы двое молодые специалисты. Вы прекрасно справитесь. Без денег, без квартиры, без компании. Точно так же, как начинал я. И посмотри на меня. Я смог создать империю. Правда, потом я обнаружил, что моему наследнику на эту империю наплевать. Что он считал ее настолько ничтожной, что публично заявил, будто я даже цветка не дарю. Папа, в последний раз я прошу прощения. Я прощаю тебя, Дима, полностью прощаю. Но простить не значит забыть о последствиях. Ты узнал, что слова имеют силу. Теперь ты узнаешь, что у них есть и цена. А если мы докажем, что изменились? Если начнем все сначала? Дима, тебе 32 года. Если в этом возрасте ты не научился уважать своего отца, ты не научишься этому сейчас, когда тебе нужны его деньги. Уважение по необходимости — это не настоящее уважение. Значит, все кончено? Все кончено уже давно, сынок. В субботу мы просто официально это подтвердили. Я повесил трубку с чувством абсолютного освобождения. Впервые за много лет у меня состоялся полностью честный разговор с сыном. Без масок, без ложной вежливости, ничего от него не ожидая. Это было больно, но это была правда. А реальность, какой бы жестокой она ни была, всегда лучше благочестивой лжи. Дима усвоил свой первый урок. У слов есть последствия. Скоро он усвоит и второй. Уважения не выпрашивают, его заслуживают. И он свой шанс упустил навсегда.
В 7:30 вечера того же вторника, когда я спокойно просматривал окончательные договоры купли-продажи в своем кабинете, я услышал настойчивый звонок в дверь моей квартиры. Это был невежливый звонок гостя. Это был отчаянный звук человека, который снова и снова нажимает на кнопку без паузы. Я прекрасно знал, кто это. Я подошел к домофону с неторопливостью человека, у которого в запасе все время мира. На маленьком экране я увидел Диму и Полину у входа. Оба с искаженными лицами. Он нервно жестикулировал, говоря по телефону. Она вытирала глаза скомканным платком. «Да?» — спросил я нейтральным голосом. «Папа, это Дима. Мне нужно с тобой поговорить, пожалуйста». «Нам не о чем говорить, Дима. Папаша, пожалуйста, открой. Полина со мной. Нам нужно это прояснить». «Нечего прояснять, сынок. Все и так предельно ясно. 5 минут. Я прошу всего 5 минут». Я колебался несколько секунд. Часть меня хотела оставить дверь закрытой, закончить этот разговор по домофону и продолжить свою новую жизнь. Но другая часть, та, что все еще испытывала любопытство, до какой степени дошло их отчаяние, решила, что стоит стать свидетелем этой последней сцены. 3-й этаж, квартира 12, сказал я и нажал кнопку. Я слышал, как они бегут по лестнице. Их шаги отдавались в пролете, как барабанный бой. Когда они добрались до моей двери, они тяжело дышали. Я открыл, не дожидаясь стука. У Димы были красные и опухшие глаза, помятая рубашка, растрепанные волосы. Он не побрился, и его общий вид был как у человека, пережившего худший день в своей жизни. Полина выглядела еще хуже. Она так много плакала, что макияж полностью размазался, образовав темные круги под глазами. «Папа», — начал Дима хриплым голосом, — «нам нужно поговорить». «Проходите», — сказал я с ледяной вежливостью, словно это были камевояжеры, пришедшие предложить мне что-то ненужное. Они вошли в мою гостиную, как осужденные, идущие на эшафот. Полина села на краешек дивана, сцепив руки и уставившись в пол. Дима остался стоять, нервно расхаживая по комнате. «Хотите что-нибудь выпить?» — предложил я с той же вежливостью, что проявил бы к незнакомцам. «Нет, папа, да, мы просто хотим...» Дима остановился и посмотрел мне прямо в глаза. «Мы хотим попросить у тебя прощения». «Вы уже просили прощения по телефону. Не так. Не с глазу на глаз. Не так, как положено». Полина подняла взгляд впервые с тех пор, как вошла. Ее глаза были влажными, готовыми снова наполниться слезами. «Михаил Петрович», — начала она дрожащим голосом, — «я не знала, что Дима собирается сказать на свадьбе. Если бы я знала, я бы его остановила». «Полина, тебе не за что извиняться. Ты не сказала ничего оскорбительного. Но я его жена. Его поведение затрагивает и меня. Его поведение — исключительно его ответственность». Дима подошел ко мне ближе с умоляющим выражением, которого я не видел у него с детства, когда он ломал что-то ценное. «Папа, я знаю, что то, что я сказал, было ужасно. Я знаю, что унизил тебя перед всеми. Но ты должен понять. Я нервничал, был взволнован. Я не думал о последствиях. Дима, тебе было 32 года, когда ты произнес эти слова. Ты не был импульсивным подростком. Ты был успешным адвокатом в вечер своей свадьбы, говорящим в микрофон перед 200 гостями. Ты прекрасно знал, что говорил. Но я не хотел тебя обидеть. Нет? Тогда объясни мне, чего именно ты хотел добиться, когда сказал, что я даже цветка не подарил. Дима провел руками по волосам, ища ответ, который звучал бы убедительно. Я хотел поблагодарить Виктора Павловича.
Он так много для нас сделал. Ты мог бы поблагодарить его, не упоминая меня. Ты мог бы восхвалить его щедрость, не противопоставляя ее моей мнимой скупости. Ты прав, признал он срывающимся голосом. Это было неуместно и жестоко. И это был первый раз, когда ты так обо мне подумал? Что ты имеешь в виду? Это был первый раз, когда ты счел, что я недостаточно вкладываюсь в твою жизнь. Или ты думал так уже много лет? Дима молчал. Он знал, что любой ответ только усугубит его вину. «Ты думал так уже много лет», — продолжил я. «Поэтому это так естественно сорвалось с твоего языка. Потому что это то, что ты на самом деле чувствовал». Полина впервые вмешалась, сказав нечто большее, чем просто извинение. «Михаил Петрович, я понимаю вашу боль, но вам не кажется, что реакция была непропорциональной? Продать всю компанию, квартиру — это как наказать за ошибку полным уничтожением. Полина, у тебя есть родители? Да, конечно. Ты когда-нибудь унижала их публично? Нет. Мне бы и в голову не пришло. Почему нет? Потому что... Потому что я их уважаю, я их люблю. Вот именно. Потому что ты их уважаешь. Уважение — это инстинктивное чувство к людям, которых мы любим. О нем не нужно думать. Его не нужно изображать. Оно просто есть. Дима тяжело опустился на стул, обхватив голову руками. «Папа, я признаю, что не уважал тебя так, как ты того заслуживаешь. Я признаю, что был эгоистом, невнимательным, неблагодарным. Но скажи мне, что я могу сделать, чтобы это исправить? Ты ничего не можешь сделать. Дима, ничего. Потерянное уважение не возвращается извинениями. Оно возвращается со временем, с постоянством, с поступками. А у меня больше нет ни времени, ни желания ждать этих поступков. Но мы же семья. Семья? Дима, сколько раз за последний год ты навещал меня, не нуждаясь в чем-то? Дима думал несколько долгих секунд. Не помню. Сколько раз ты звонил просто, чтобы спросить, как у меня дела, папа? Сколько раз ты включал меня в свои планы как пары? Это нечестно. Вы с мамой развелись. Семейная ситуация усложнилась. Мы с твоей матерью развелись, но я остался твоим отцом. Проблема в том, что ты перестал быть моим сыном задолго до субботы. Полина снова заплакала, но уже молча. Слезы катились по ее щекам, пока она осознавала, что вышла замуж за человека, который только что потерял 300 миллионов рублей из-за собственной глупости. «Полина», — сказал я ей мягко, — «мне очень жаль тебя. Ты не заслуживаешь расплачиваться за ошибки Димы». «Спасибо», — прошептала она сквозь рыдание, «но он выбрал унизить меня публично. А у выборов есть последствия». Дима резко вскочил, в его глазах блеснула ярость. «Ладно, папа, хватит. Я совершил ошибку, я это признаю. Но твоя реакция непропорциональна и жестока. Ты мой отец. Ты должен любить меня, безусловно. Безусловно, Дима. Безусловная любовь существует до определенного предела. Когда этот предел пересекают, когда ее неоднократно топчут, когда ее принимают как должное, она иссякает. Ты хочешь сказать, что больше меня не любишь? Я люблю тебя, Дима. Всегда буду любить. Но я больше тебе не доверяю. Я больше не уважаю твои решения. Я больше не считаю, что ты заслуживаешь моего состояния. Но я могу измениться. Можешь? Тебе 32 года. Сколько еще лет тебе нужно, чтобы научиться уважать своего отца?
Сколько потребуется. У меня больше нет, сколько потребуется. Мне 65 лет. Я не собираюсь провести остаток своей жизни, ожидая, пока мой сын повзрослеет. Дима снова рухнул на стул. На этот раз слезы текли по его лицу. Значит, это окончательно? Это окончательно. И что нам теперь делать? То, что делают все. Работать, стараться, строить свое будущее, не полагаясь на наследство, которое вы не заслужили. Папа, в последний раз я умоляю тебя, пересмотри это. Дима, в последний раз я говорю тебе, что решения приняты. Я встал, давая понять, что разговор окончен. Полина автоматически поднялась, но Дима сидел еще несколько секунд. Словно ему нужно было время, чтобы осознать, что пути назад действительно нет. «Мы еще увидимся?» — спросил он детским голосом. «Вероятно, на семейных торжествах. На дне рождения твоей матери, таких вещах. И мы будем вежливы, учтивы, цивилизованы. Но мы больше не будем отцом и сыном. Дима, мы перестали быть отцом и сыном очень давно. В субботу мы просто это официально оформили. Я проводил их до двери. Полина поцеловала меня на прощание в щеку, прошептав: «Мне очень жаль. Еще раз». Дима стоял на пороге, глядя на меня, словно ожидая чуда в последнюю минуту. «Прощай, папа». «Прощай, Дима». Я закрыл дверь и прислонился к ней, чувствуя, как огромный груз свалился с моих плеч. Впервые за много лет в моем доме была полная тишина, и эта тишина ощущалась как свобода. Следующие дни были вихрем телефонных звонков, один драматичнее другого. Первой, всего через час после ухода Димы и Полины из моей квартиры, позвонила Ирина. Ее голос, полный материнского негодования, звенел в трубке. «Михаил, я только что говорила с Димой. Он раздавлен. Как ты мог так с ним поступить?» «Добрый день, Ирина. Как ты?» «Не меняй тему. Ты понимаешь, что наделал. Ты разрушил будущее собственного сына из-за одного неосторожного комментария». Я налил себе виски, слушая ее проповедь. Забавно, как Ирина всегда умела превращать жертв в виновников и наоборот. «Ирина, ты была на свадьбе?» «Конечно, была, но я не слышала ничего ужасного». Дима нервничал, был взволнован. «Ты не слышала, когда он сказал, что я даже цветка не подарил?» Возникла неловкая пауза. Ирина прекрасно все слышала, но предпочитала преуменьшать значение. «Михаил, такое говорят сгоряча. Это ничего не значит. Для тебя как ничего. А для меня это значило все. Ты его отец. Отцы прощают». «Отцы прощают, Ирина. Но после многих лет унижений, после того, как тебя постоянно игнорируют, после публичного позора, есть пределы». «Каких унижений?» «Дима тебя обожает». Эта фраза заставила меня горько усмехнуться. «Обожает?» Когда Дима в последний раз навещал меня без всякой на то нужды, когда в последний раз он включал меня в свои планы, когда в последний раз его волновало мое здоровье, он занят, у него своя жизнь, у него есть время на Виктора Павловича, время обедать с ним по воскресеньям, ходить по магазинам, советоваться по важным решениям. Виктор Павлович стал отцом, которым я перестал быть много лет назад. Ты ревнуешь? Я не ревную, Ирина, я свободен. Михаил, я умоляю тебя, передумай. Дима усвоил урок. Какой урок? Что у слов есть последствия. Этот урок он должен был усвоить десятилетия назад. Но он твой сын. Он мой биологический сын. Но эмоционально он перестал им быть.
очень давно. Ирина в ярости бросила трубку, пообещав, что так это не оставит. Я не слышал о ней несколько недель. Второй звонок раздался на следующий день. Это был Виктор Павлович, невольный главный герой всей этой драмы. «Михаил Петрович, надеюсь, не помешаю, что звоню напрямую. Полина дала ваш номер». «Не помешаете, Виктор Павлович. Чем могу помочь?» «Я звоню по поводу Димы. Я знаю, произошло недоразумение». «Никакого недоразумения не было, Виктор Павлович. Все предельно ясно». «Михаил Петрович, как отец я понимаю вашу боль, но я думаю, Дима не хотел вас обидеть. Он просто хотел поблагодарить меня за организацию свадьбы». Было иронично слышать, как Виктор Павлович защищает Диму с большей убежденностью, чем сам Дима. «Виктор Павлович, я ценю ваш звонок, но это дело между мной и Димой. Я понимаю, но Полина очень расстроена. Дима отчаянно ищет работу. Им пришлось отменить медовый месяц. Это последствия их поступков. Михаил Петрович, мне не нужно было, чтобы Дима хвалил меня публично. Если бы я знал, что это причинит вам боль, я бы попросил его этого не делать. Проблема не в том, что он хвалил вас, Виктор Павлович. Проблема в том, что он принизил меня, чтобы это сделать. Вы не могли бы пересмотреть свое решение, хотя бы частично. Решения приняты. Что ж, мне очень жаль, Михаил Петрович. Искренне. Виктор Павлович вежливо повесил трубку. Он был порядочным человеком, которого втянули в семейную драму, которой он не искал. Но я не собирался менять свое решение и из-за этого. Третий звонок был самым неожиданным. Мне, плача, позвонила Анна, моя бывшая секретарша. «Михаил Петрович, новые начальники хотят все поменять. Они собираются уволить половину персонала». «Анна, Федор уверял меня, что сохранит всех сотрудников». Так они говорили сначала, а теперь говорят об оптимизации ресурсов. Михаил Петрович, мы столько лет работали вместе. Вы не можете что-нибудь сделать? Анна, я больше не имею никакого отношения к компании. Я ее продал. Но у вас есть влияние. Вы могли бы поговорить с ними. Я ничего не могу сделать. Мне жаль. Анна продолжала плакать, объясняя, что у нее ипотека, 2 детей в университете и что найти работу в ее возрасте практически невозможно. Каждое слово было как удар ножом в мою совесть. Повесив трубку, я долго смотрел в окно. Я продал компанию, думая только о наказании для Димы, но мои сотрудники расплачивались за войну, которую они не начинали. Верные люди, работавшие со мной годами, оставались без работы из-за моего решения. Это был первый момент, когда я усомнился в своем плане. Но было слишком поздно. Договоры были подписаны, деньги переведены. Федор Лопатин был вправе делать со своим новым приобретением все, что ему заблагорассудится. 4-й звонок раздался в пятницу. Это была одна Полина. «Михаил Петрович, я знаю, Дима много раз вам звонил, и что вы не хотите с ним говорить, но я прошу выслушать меня». «Я слушаю тебя, Полина». «Дима не ест, не спит, он совершенно подавлен. Он разослал резюме во все юридические фирмы Москвы, но без рекомендаций с предыдущей работы». «Без рекомендаций? Я никому не говорил о нем плохо, но и хорошо тоже не говорили. И все знают, что он работал в компании своего отца. Когда они видят, что вы продали компанию, не включив его в дело, они делают выводы. Об этом я не подумал. В московском юридическом мире тот факт,
что Дима не унаследовал семейный бизнес, посылал очень четкий сигнал о его профессиональной ценности. «Полина, что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Рекомендательное письмо. Только это, чтобы он мог найти работу». «Дима попросил тебя позвонить мне?» «Нет. Он не знает, что я звоню. Он слишком горд, чтобы просить у вас помощи после всего». Впервые кто-то употребил слово «гордость» по отношению к Диме. Возможно, его жена знала его лучше, чем я. Полина Дима. Компетентный юрист. Ему не нужна моя рекомендация, чтобы найти работу. Нужна, Михаил Петрович? Его фамилия ассоциируется с Орловстроем. Весь сектор знает, что вы продали бизнес, не включив его. Это порождает сомнения в его профессионализме. Необоснованные сомнения. Полина молчала несколько секунд. «Не все необоснованные», — признала она наконец. Дима расслабился. Он работал хорошо, но без давления, без необходимости что-то доказывать, потому что знал, что компания будет его. Тогда, возможно, это послужит ему стимулом. «Михаил Петрович, я вам обещаю, Дима изменился. Он искренне раскаивается. Полина, раскаяние, которое приходит только тогда, когда есть последствия, это не настоящее раскаяние. Это страх. И это не в счет. В счет. Но этого недостаточно. Значит, вы не напишете письмо? Я не напишу письмо». Полина повесила трубку, не попрощавшись. В ту ночь, впервые после свадьбы, я почувствовал что-то похожее на печаль из-за ситуации, которую я создал. Но своего мнения я не изменил. На следующий день, в субботу, я увидел фотографию в местной газете. Это был Дима, выходящий с собеседования с подавленным выражением лица. Подпись гласила: «Дмитрий Орлов, сын предпринимателя Михаила Орлова, ищет работу после неожиданной продажи семейного бизнеса». Пресса превратила мою личную драму в достояние общественности. В тот же день, гуляя по парку, я столкнулся с Семеном, моим пожилым соседом, который помог мне с эндоскопией. «Михаил, видел в газете «Все в порядке»?» «Все в порядке. Все прекрасно, Семен. Уверен? Похоже, у тебя сложная ситуация с сыном». У сложных ситуаций иногда бывают простые решения. Простые? Мне так не кажется. Семен, у тебя есть дети? 3. 2 живут в Питере, 1 в Новосибирске. Они навещают меня как минимум раз в 2 месяца и звонят каждую неделю. Знаешь почему? Почему? Потому что я воспитал их уважать своего отца. Вот именно. Семен добился того, чего я не смог. Но было уже слишком поздно что-либо менять. Последствия были запущены, и пути назад не было. Прошло 8 месяцев с той сентябрьской ночи, которая изменила все навсегда. Пока я пишу эти строки с террасы моего нового дома в Ялте, глядя, как Черное море простирается до горизонта, я могу с уверенностью сказать, я принял правильное решение. Крымское солнце греет мое лицо, пока я мысленно перебираю все, что произошло с тех пор. В январе 2024 года, через 3 месяца после продажи всего моего имущества, я принял решение, которое удивило даже моих самых близких друзей. На часть денег, вырученных от продажи, я купил этот дом с видом на море. Он не показной, но идеален для человека моего возраста, который решил впервые за десятилетия пожить для себя. Рутина моей новой жизни проста и приятна. Я завтракаю на террасе, читая мировую прессу. Гуляю по набережной, обедаю в одном из ресторанчиков, где меня уже знают по имени Сиеста, а по вечерам читаю, слушаю музыку или просто созерцаю море.
По выходным я исследую близлежащие городки, посещаю музеи или просто наслаждаюсь спокойствием, которого не знал годами. Я завел новых друзей, таких же пенсионеров, как и я, выбравших этот рай для своих золотых лет. Мы играем в домино в кафе на набережной, делимся историями из жизни. Устраиваем ужины, где никто ничего от меня не просит и не ждет, кроме моей компании. Это так освобождает. Общаться с людьми, которые ценят тебя за то, кто ты есть, а не за то, что ты можешь им дать. В апреле я на 6 недель поехал в Италию. Рим, Флоренция, Венеция, озеро на севере. Места, которые я мечтал посетить годами, но всегда откладывал из-за деловых или семейных обязательств. Я не спеша гулял по Ватикану. Терялся в залах галереи Уффици. Плавал по венецианским каналам, ощущая внутренний покой, которого не испытывал никогда. В этой поездке я познакомился с Элизабет, 62-летней итальянской вдовой, которая тоже путешествовала по Италии, заново открывая для себя свою страну. Мы разделили несколько ужинов, несколько прогулок, глубокие разговоры о жизни, вторых шансах, ценности эмоциональной свободы. Это не бурный роман, а теплое и честное общение, которое показало мне, что в моей жизни еще есть место для новых связей. А что же Дима все эти месяцы? Я следил за его судьбой через общих знакомых, никогда не контактируя напрямую. Первые месяцы были для него разрушительными. Ему потребовалось почти 4 месяца, чтобы найти работу. В итоге он устроился в юридическую фирму второго эшелона, где зарплата составляет лишь малую часть того, что он зарабатывал в моей компании. Полине пришлось вернуться на полную ставку в архитектурное бюро, отложив на неопределенный срок свои планы на материнство. Как рассказал мне Роман Петров в одном из наших телефонных разговоров, Диме и Полине пришлось переехать в гораздо меньшую квартиру на окраине Москвы. Контраст с жизнью, которую они планировали, был разительным. Вместо роскошной квартиры в центре и финансовой безопасности наследников процветающей компании, теперь они, как и любая молодая пара, борются, чтобы свести концы с концами. В феврале позвонила Ирина, чтобы сообщить, что у Димы был нервный срыв. Он резко похудел, страдал бессонницей и, по словам Полины, постоянно говорил о том, чтобы все исправить со мной. Ирина умоляла меня связаться с ним, дать какой-то знак надежды. «Никаких знаков надежды не будет, Ирина», — твердо ответил я. «Дима должен научиться жить, не завися от меня. Но он страдает. Он учится. Страдание иногда бывает педагогичным. Ты не чувствуешь ни капли вины? Я чувствую печаль из-за ситуации, но не вину за свои решения. Дима сам создал эту ситуацию своими словами и поступками». Ирина в расстройстве повесила трубку, но через месяц позвонила снова с другими новостями. «Дима меняется», — сказала она с чем-то похожим на удивление. «Он начал ходить к психологу. Работает над своими проблемами с поведением, над своим отношением к ответственности. Я рад за него. Михаил, я думаю, он действительно усвоил урок. Тебе не кажется, что он уже достаточно настрадался?» «Ирина, страдание измеряется не временем, а реальным обучением. Когда Дима построит свою собственную жизнь без чьей-либо помощи, когда докажет, что может быть независимым и ответственным человеком, тогда он действительно научится. И что тогда? Тогда он станет лучше. Но это не значит, что он вернет то, что потерял. В мае я получил письмо. Ни звонок, ни сообщение, а письмо, написанное от руки на качественной бумаге. Оно было от Димы. «Папа», — начиналось оно,
Я пишу не для того, чтобы о чем-то просить, а чтобы рассказать тебе, чему я научился за эти месяцы. Ты был прав во всем. Я был эгоистичным, неблагодарным сыном, который принимал твою любовь как должное. Я вел себя с тобой так, как никогда бы не позволил вести себя своим будущим детям со мной. Письмо продолжалось на 3 страницах, где Дима с жестокой честностью анализировал свои ошибки, свою высокомерность, свое систематическое неуважение. Он признавал, что моя реакция была соразмерна годам накопившихся унижений, что он жил в пузыре привилегий, не ценя жертв, которые я принес ради него. «Я не прошу прощения», — писал он в последнем абзаце, «потому что знаю, что извинения не стирают последствий. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я понял твое послание. Я строю свою собственную жизнь, учусь быть независимым человеком, работаю над тем, чтобы стать кем-то, кем ты однажды сможешь гордиться. Не для того, чтобы вернуть то, что я потерял, а чтобы быть достойным отца, который у меня всегда был». Он закончил письмо, ничего не прося, не предлагая встреч, не упоминая денег или примирения. Это было просто зрелое признание человека, который, наконец, понял масштаб своих ошибок. Я сохранил письмо в своем столе, но не ответил. Не потому, что был жесток, а потому, что Диме нужно было продолжать свой процесс роста, не завися от моего одобрения. В июле мне позвонил Виктор Павлович с интересной новостью. «Михаил Петрович, хотел тебе кое-что рассказать о Диме. Он приходил ко мне, чтобы отказаться от любой финансовой помощи с моей стороны». «Как это?» «У них с Полиной были финансовые трудности. Я предложил им временно помочь, как помог бы любому члену семьи. Но Дима сказал, что ему нужно научиться решать свои проблемы без чьей-либо помощи. Впервые за много лет Дима отказался от финансовой помощи. Перемена была заметной. «Он также извинился передо мной», — продолжил Виктор Павлович. «Сказал, что использовал мою щедрость, чтобы унизить тебя, и что это было неправильно. Он повел себя как очень зрелый человек. Рад это слышать. Михаил Петрович, я думаю, твой сын становится тем человеком, которым ты всегда хотел его видеть. Надеюсь, что так, Виктор Павлович. Но не для меня, а для себя самого». 2 недели назад, во время утренней прогулки по пляжу, я размышлял обо всех этих переменах. Был ли я слишком суров? Преувеличил ли я свою реакцию? После 8 месяцев эмоциональной и географической дистанции я мог анализировать ситуацию более объективно. Вывод ясен. Я сделал именно то, что должен был сделать. Годами я принимал крохи сыновней любви, мирился с ролью отца 2-го сорта, терпел постоянные унижения, надеясь, что время исправит отношения. Но время само по себе ничего не исправляет. Люди меняются только тогда, когда последствия отказа от перемен становятся невыносимыми. Дима учится быть независимым, ответственным человеком, который ценит то, что у него есть, а не принимает как должное то, что получает. Полина обнаруживает, что ее муж может быть сильнее, чем она представляла, когда у него нет страховочных сетей. Они оба строят брак, основанный на взаимных усилиях, а не на унаследованных ожиданиях. А я проживаю самый полноценный этап своей жизни. Будут ли у меня когда-нибудь снова отношения с Димой? Возможно. Но это будут другие отношения, основанные на взаимном уважении, а не на сыновних обязательствах или имущественных ожиданиях. Если он продолжит расти как личность,
Если докажет, что действительно усвоил уроки этих месяцев, возможно, мы сможем восстановить что-то подлинное. Но мне больше не нужны эти отношения, чтобы быть счастливым. Я понял, что счастье зависит не от благодарных детей, а от внутреннего покоя, который приходит от принятия решений, согласующихся с нашими ценностями. Пока солнце садится над морем, и я готовлю ужин на этой кухне, где готовлю только для себя, я улыбаюсь, думая об иронии ситуации. Дима был прав. Его отец не подарил даже цветка на его свадьбу. Зато теперь его отец дарит цветы самому себе каждый день. И это оказывается гораздо приятнее, чем он когда-либо мог себе представить. Жизнь началась в 65, и она прекрасна.